Распространение коронавируса по всему миру – уникальный в своем роде вызов современному обществу. И в борьбе с вирусом самый важный фактор – своевременное реагирование и эффективные действия властей. Аналитики выяснили, какое наказание предусмотрено для нарушителей карантина, связанного с распространением вируса, в 10 странах мира с крупнейшей экономикой. Как известно, с 15 марта 2020 года в Казахстане объявлено чрезвычайное положение, и далее власти принимают ряд мер для обеспечения безопасности граждан. Например, оцепляются некоторые дома в мегаполисах, для некоторых городов закрываются авиа- и железнодорожного сообщения, авиапассажиров, прилетевших из-за границы, размещают в гостиницах, развернутых под медицинские стационары, где медработники берут анализы на вирус. Режим карантина подразумевает ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечет административную ответственность. В Казахстане, согласно статье 476 КАП, это штраф 26 051 тенге, либо арест до 15 суток. При этом в стране на 30 марта зафиксировано 284 случая заражения, уже 20 выздоровевших и всего 1 умерший. Карантинные режимы или разного рода ограничения введены во многих странах распространения вируса. На 30 марта вирус был обнаружен в 199 странах и территориях. Рассмотрим штрафы за нарушение карантина в топ-10 стран мира с крупнейшими экономиками. США. На федеральном уровне в США карантина нет, однако решение остается на усмотрение отдельных штатов. Так, запрет покидать дом без необходимости работает в 27 штатах. В Нью-Йорке действуют частичные запреты, однако президент Трамп ставит вопрос об объявлении карантина и здесь. Американцы, вернувшиеся в США из Китая, Ирана и стран ЕС, обязаны пройти медицинский осмотр и соблюдать карантин. Гражданин, нарушивший карантинный приказ, может быть оштрафован на сумму до $100 000 США или получить 1 год тюремного заключения. В стране более 125 тысяч случаев заражения. Китай, согласно Республике Китая, для тех, кто знает о своем диагнозе и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь. В общей сложности китайские власти объявили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой COVID-19. Среди них отказ от лечения, самовольный выход на улицу в городах на карантине, повреждение защитных костюмов медиков. Жители Китая также могут быть приговорены к тюремному заключению вплоть до пожизненного срока. При въезде в страну лица, отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора, могут быть оштрафованы на 5000 юаней, около $700 США. Заметим, Китай с 8 апреля отменит режим карантина в Ухане, откуда начал распространяться по миру вирус. Ограничения на въезд и выезд из провинции, за исключением Уханя, снимаются уже с 25 марта. Количество заражений в стране превысило 81 тысячу. Япония. Эта страна не объявляла карантин в связи с вирусом. В стране менее 2000 случаев заражения жителей. Германия. Карантина на государственном уровне в стране нет, однако действует частичный запрет на передвижение. Кроме того, 18 марта введен режим чрезвычайного положения в Баварии. За нарушение специального режима гражданам грозит штраф от 200 до 5000 евро. За повторное правонарушение до 3700 евро и 6 месяцев лишения свободы. В стране более 58 тысяч случаев заражения. Великобритания. Карантин объявлен официально. Британцы могут покидать дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу, если это строго необходимо. Штраф за нарушение карантина составляет 60 фунтов, около $75 США, за повторное нарушение – 120 фунтов, и далее удваивается за каждое следующее нарушение. В стране почти 20 тысяч случаев заболевания жителей. Индия. Карантин здесь объявлен, однако штрафы назначаются по усмотрению различных регионов. Например, в штате Керала за сокрытие и распространение инфекции в период карантина полагается штраф в 10 тысячах рупий, $133 США, и лишение свободы до 3 лет после выздоровления. Также полиция избивает нарушителей палками. В стране более 1000 заболевших. Франция. Объявлен жесткий карантин. Запрет выхода из дома без необходимости, запрет любых массовых собраний и ограничение перемещений людей внутри страны. За нарушение полагается штраф 135 евро. За повторное правонарушение до 3700 евро и 6 месяцев лишения свободы. В стране почти 38 тысяч случаев заболевания жителей. Бразилия. Карантин объявлен, причем штрафы и мера ответственности за его нарушение определяются судом. Примечательно, что президент страны Жаир Болсонару требует отмены карантина. При этом в стране почти 4000 заразившихся, более 11 тысяч жителей с подозрением на вирус и более 100 смертей.
Италия. Среди европейских стран самая пострадавшая, здесь действует жесткий карантин. Штрафы за его нарушение от 400 до 3000 евро. Гражданам с положительным результатом, не соблюдающим самоизоляцию, грозит от 1 до 5 лет тюрьмы. В стране более 92 тысяч случаев заражения. Россия. Федерального карантина в РФ нет. Впрочем, в данный момент в стране обсуждаются штрафы за несоблюдение карантина. В случае гибели заразившегося штраф для виновного может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста предполагаемых поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях. Если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей, с должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей. С 30 марта в Москве вводится так называемый режим повышенной готовности. В стране более 1500 случаев заражения вирусом. На этом все. С вами был Казахстан 24. Не забудьте подписаться. Здоровья вам и вашим близким.